В формате открытого диалога предприниматели имеют возможность получить ответы на самые острые вопросы напрямую от федеральных и региональных властей. Такое представительство позволяет обсуждать проблемы комплексно, не откладывая решения в долгий ящик. Подобные мероприятия, которые проводим в Северо-Кавказском федеральном округе, призваны, во-первых, дать возможность высказаться по тем проблемным вопросам, которые есть в республике, ну и в принципе в республиках Северного Кавказа, но и получить конструктивные ответы на них, ну если не получить сейчас, то по крайней мере обозначить проблему, которая есть у предпринимательского сообщества, для того, чтобы системно подойти к решению этой задачки и впоследствии обеспечить возможность реализации тех задумок, которые есть у предпринимателей. Встреча замминистра экономического развития России Сергея Назарова с бизнес-сообществом Ингушетии проходит в рамках его рабочей поездки в республику. Вопросам сельского хозяйства уделяют особое внимание. Предприниматели, ведущие бизнес в формате ЛПХ и КФХ, озвучивают проблемы, с которыми они сталкиваются. Речь идет в первую очередь о мерах господдержки таких хозяйств. Через Министерство экономического развития программы есть, Минэкономики есть программы, допустим, поддержки малого и среднего предпринимательства. И в рамках этой программы возможно ли предусмотреть субсидирование затрат на энергию? Основной формат встречи «Вопрос-ответ» доказал свою эффективность. Диалог здесь предметный и откровенный. Какая рентабельность у тепличных хозяйств? Порядка 20-25%. Вот вы говорите, вы работаете с достаточно хорошей рентабельностью. Значит, есть бизнеса, направления, которые имеют гораздо меньшую рентабельность. С точки зрения вашего вопроса, почему надо поддерживать тепличное хозяйство? Ингушетия – самый маленький регион, самой маленькой площадью посевной. И в Ингушетии, на мой взгляд, в таких малоземельных регионах нужно развивать те направления, которые дают максимальную доходность с 1 гектара. Отвечают на вопросы предпринимателей помимо самого Сергея Назарова и председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина представители ключевых министерств России в режиме конференц-связи. В рамках общей работы с «Газпромом» на сегодняшний день мы ведем достаточно такую последовательную, планомерную работу по внедрению на тепличные хозяйства газопоршневых установок. На сегодняшний день это позволяет снизить стоимость электроэнергии как минимум втрое. И в этом смысле хозяйство может получить 2 вида государственной поддержки, начиная с 2026 года. Первый – это льготный кредит на приобретение самой газопоршневой установки, ее, в принципе, техприсоединения и дальнейшее обслуживание на тепличном комплексе. И вторая мера государственной поддержки – это возмещение 60% стоимости такой установки в рамках нового федерального проекта развития малого агробизнеса в случае, если предприятие относится к этой категории хозяйств. Не менее оживленная дискуссия вокруг туризма. Инициаторы новых турпроектов от небольших гостевых домов до крупных курортных комплексов спрашивают о федеральном продвижении туристического потенциала республики. В следующем году мы планируем строительство 5 новых гостиниц на территории курорта Арамхи в рамках масштабного развития этого проекта вместе с Минэкономразвития, вместе с правительством региона. А проблема возникла такая, что сам по себе гостиничный бизнес очень капиталоемкий, очень дорогой в строительстве и, соответственно, низкорентабельным считается. Поэтому до 2025 года существовала такая мера поддержки, как субсидирование строительства гостиниц. И был вопрос, будет ли продолжение, потому что без субсидирования такое строительство не рентабельно. Вопрос поддержки строительства мест размещения, он остается актуальным. Единственное, исходя из роста ставки рефинансирования, соответственно, и субсидирование потребовало дополнительного финансирования. Исходя из того, что по ранее уже принятым решениям потребовалось просто в большем объеме софинансировать, точнее субсидировать ставку. Поэтому говорить сейчас, что эта опция будет не реализовано, наверное, нельзя. Значит, исходя из лимита финансирования, будем так говорить, в 2026 году, я думаю, что мы вернемся к этому вопросу с точки зрения поддержки этих направлений.
Среди деятелей бизнес-сообщества Ингушетии и представителей так называемых прорывных проектов. Один из них – Академия цифрового развития. Образовательный проект, созданный по инициативе президента группы «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева при поддержке правительства республики. Академия реализует в Ингушетии комплекс образовательных программ в сфере IT, цифрового предпринимательства и подготовки кадров для цифровой экономики. Для нас это в первую очередь возможность показать, что если региону дать ресурсы, если региону дать возможности, регион берет, пользуется, и вот какие-то стереотипы, которые где-то есть про Кавказ и про Ингушетию, это скорее неверно. Главное, наверное, давать ресурсы и помогать где-то контролировать. Да? То есть, безусловно, если просто дать ресурсы, то неважно, где ты это сделаешь, в Ингушетии или где-то еще, у тебя все равно, скорее всего, часть этих ресурсов куда-то пропадет. Поэтому грамотное наставничество, совмещенное с ресурсами и возможностями, дает довольно быстрый результат. Эта встреча стала важным шагом на пути укрепления диалога между бизнесом и властью. Прямое общение позволило снять многие барьеры и наметить конкретные пути решения накопившихся проблем. Хадиджа Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.